Это западная окраина Грозного. Здесь еще в советские годы располагалось огромное тепличное хозяйство. Площадь его простиралась от района автовокзала почти до улицы Окружной. В холодный зимний день здесь можно было видеть море тюльпанов и гвоздик. Также круглый год здесь выращивали огурцы. Парниковое хозяйство приносило прибыль государству и при этом не требовало никаких особых энергетических затрат, потому что тепло давала земля, а точнее обнаруженный здесь в те годы термальный источник. В годы конфликта все парниковое хозяйство было разрушено, но горячая вода продолжала бить из-под земли. Люди и тогда приходили сюда, чтобы принять ванну или постирать вещи. Местные жители говорят, что благодаря именно этой целебной воде многие болезни обходили их тогда стороной. Чеченская республика издревле славилась горячими источниками. Сколько существуют Кавказские горы, столько же, наверное, существуют и источники, говорят ученые. Еще в первой половине XVIII века российская наука всерьез заинтересовалась полезными свойствами этого природного богатства. А упоминались впервые наши термальные воды где-то более 400 лет назад. Чтобы увидеть эти бурлящие потоки воды горячих источников, съемочная группа телерадиокомпании «Грозный» отправилась в населенный пункт, который так и называется – Горячеисточнинский. Вот это вот место, где мы с вами, называлось «Горячий колодец». Вот. Есть источники, письменные источники, подтверждающие наличие этого горячего колодца и 17 века. Впервые о минеральных источниках на территории Чечни российская наука узнала еще во время похода Петра I, когда его личный врач начал исследовать брагунские источники, получившие тогда название Петровские источники. Если взять курорты брагунские и вот эти горячеисточнинские, их описал в 1717 году Шобер. Это лейб-медик Петра I. По заданию Петра I, вот, зная еще, что в донесениях казаков, что есть такие целебные источники, он специально послал на Кавказ своего лейб-медика. Это профессор медицины Шобер, немецкий врач, который работал при Петре I, врачом был Петра I. Вот он впервые описал. Это где-то на 60 лет раньше, чем Кавказские минеральные воды. Вот это мало кто знает. Вот я был на конференции в прошлом году, в апреле, в Пятигорске. И когда я сказал, что наши источники они более известны, чем пятигорские, и открыты официально Петром I раньше, то у них это вызвало удивление. Но еще больше они удивились, что сам Петр I побывал здесь. В 1729 году, после своего персидского или так называемого Каспийского похода, он свои корабли отправил в Астрахань, а сам вот по Дагестану прошел до Брагунов, здесь встречался с гребенскими казаками, принял ванны и в Брагунах, и здесь, ну и благополучно отбыл в Петербург. Так что эти курорты, эти воды, они известны очень давно. Сведения о целебных водах нашего края содержатся и в академическом переиздании работ русского ученого Иоганна Гюльденштетта, одного из основоположников российского кавказоведения, который внес бесценный вклад в российскую науку и мировую науку вообще. Это была знаковая фигура в российском кавказоведении. Дело в том, что он принадлежит к плеяде тех самых ученых, которые, собственно говоря, и создали такую отрасль в российской академической науке, как кавказоведение. Иоганн Антон Гюльденштетт был избран академиком Российской академии наук и направлен по заданию российского правительства на Кавказ в составе так называемой физической экспедиции. Ему тогда было всего 24 года. Естествоиспытатель и путешественник из балтийских немцев, он был приглашен в Россию в 1768 году, на следующий год после получения им докторской степени в Берлине. Его исследования на Кавказе совпали с периодом русско-турецкой войны 1768-74 годов.
Вообще-то большая вот эта экспедиция была затеяна из одного астрономического редкого явления. Где-то в мае 1769 года Венера должна была пересечь диск Солнца. Вот это редкое явление хотели наблюдать во всех частях Российской империи исследователи. Ну и самое главное, что идея экспедиции зародилась еще и потому, что в это время активно развивается Академия наук как таковая и начинается исследование территорий всего российского государства. Поэтому академическая или физическая экспедиция, как ее еще называют, состояла из целых 5 отрядов, которые последовательно работали на всей территории Российской империи. И вот этот отряд под руководством Гильденштетта занимался Северным Кавказом. Судя по письменным источникам, основной интерес в Чечне для Гильденштетта тогда представляли природные явления. Он также изучал флору и фауну Кавказа, языки и быт коренных народов. В частности, одной из задач экспедиции было изучение термальных или минеральных источников воды. Задачи экспедиции входило изучение практически всего. В общем, ученые того времени были, как мы иногда выражаемся, энциклопедистами. Прежде всего, они были естествоиспытателями. Поэтому в трудах Гильденштетта мы можем увидеть детальнейшее описание терека, живности, которая в нем обитала, растительного покрова. Вместе с этим мы находим у него сведения о кавказских языках, описание быта народов, проживавших на этой территории, их внешнего вида и много других очень важных и любопытных вещей, важных потому, что он был одним из наиболее серьезных и первых исследователей, который зафиксировал все это, увидев воочию, не пересказывая чьи-то наблюдения, он видел все это сам. И с этой точки зрения материалы его очень интересные. Он на территории Чечни находился дважды. Первый раз это было в 1769 году, а второй раз это было в 1770-71 годах. Базой экспедиции в это время был уже сложившийся город Кизляр. И вот оттуда они совершали поездки по территории практически всего Северо-Восточного Кавказа, в том числе приезжали и сюда, в Чечню. По крайней мере, в этом в труде, которым переиздали его наблюдения, этому описанию теплых целительных вод на реке Терек отведена целая глава. То есть он провел эксперимент, он установил состав этих вод, он доказал, что они действительно являются лечебными, записал опыт лечения местных народов этими водами. Но он описывал все источники, первые это были так называемые источники Святого Петра, это усиление Брагуны. Вторые были источники Святой Екатерины, это бывший Толстовюрт, это Горячеисточнинская. Названия этим и другим водам давали сами исследователи, так как они являлись их первооткрывателями с точки зрения науки. По итогам путешествия по Кавказу Гильденштетт создал 2 карты. Одна из них была переиздана в 2000 году. На ней ученый первым зафиксировал еще 2 источника. Один из них он назвал источником Святой Марии, скорее всего, речь идет о, так сказать, лечебных ключах из Тису. А второй он определил как источник Святого Павла. Но где реально расположен источник Павла, сейчас прямо сказать я затрудняюсь. Все дело в том, что Гильденштетт создал 2 карты по итогам своего путешествия. Одна из карт была вновь издана недавно, уже в 2000 году, и, так сказать, судя по этой карте, все это расположено в пределах, где-то 15-20 километрах друг от друга. То есть это территория Сунжинского и Брагунского хребтов. Горцы оценили целебную силу горячих источников еще раньше, чем были открыты они наукой. Люди бережно обустраивали место появления воды, обкладывали источники камнем, деревом, строили вокруг них примитивные жилища, чтобы принимать там ванны. Мы с вами находимся на бывшем курорте. Курорт вначале назывался Горячеводский, потом Горячеисточнинский, потом Борятинская лечебно-санитарная станция. Потом другое название было. Последнее название этого курорта – Ленин-курорт. Это когда было? Ленин-курорт стал он в 1924 году. И в этот год, когда в январе
умер 22 января Владимир Ильич Ленин. И вот в память о Ленине этот курорт был назван Всесоюзный курорт имени Владимира Ильича Ленина. Он благополучно просуществовал до 1929 года. Ну а потом здесь, в принципе, шла откачка нефти. Нарушена была технология выработки или добычи нефти была нарушена. И, естественно, какие-то природные катаклизмы произошли. Вследствие этого значительно уменьшился дебит воды. И посчитали нецелесообразным продолжать его использовать в таких вот масштабах, чтобы здесь был всесоюзный курорт, на который приезжали практически со всего Советского Союза приезжали на лечение люди. И само место, и сами воды считались здесь уникальными по своим лечебным свойствам. В чем уникальность заключалась? Ну, уникальность именно в лечебных свойствах, то есть эффективности этого лечебного процесса, который здесь люди получали. То есть по своим физико-химическим свойствам эти воды превосходили даже сочинские серные источники превосходили. И, естественно, здесь проводились и научные работы, которые показали эффективность этих вод для лечения многих заболеваний. В частности, заболеваний костно-мышечной системы. Вот здесь в основном преобладали больные ревматизмом, заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы. И эффективность была при гинекологических заболеваниях. Вот такого широкого профиля это был курорт. И что характерно отметить, вот эти воды были эффективными и при кожных заболеваниях. А таких вод, которые эффективны при кожных заболеваниях, в общем-то, мало. Известна примерно температура этой воды? Она у всех разная, горячих источников? Значит, у самого источника температура воды 96 градусов. По крайней мере, была тогда, когда в царское время. В настоящее время я не знаю, мы эту воду не проверяли. То, что я говорю, это источники тех вот дореволюционных и послереволюционных вот таких вот литературных данных. Вот это 96 градусов. А дебит воды был 400 тысяч ведер в сутки. Вот такой большой дебит воды был. Тут эти озера или пруды, это каскадные были. Здесь два больших пруда было. Своеобразное такое бальнеологическое лечение на открытом водоеме, проточной водой. Вот такого практически нигде не было. Это, то есть природа сама создала это. В этих прудах одновременно могли получать процедуры до 1000 человек. До 1000. Сам курорт был рассчитан на 150, потом на 200 мест был рассчитан. А вот поселок, который здесь вокруг находился, около источника, он мог размещать тоже до 1000 квартирантов мог размещать. Так что здесь вот вообще уникальные условия были для проведения бальнеологических процедур. Нефтедобыча считается одной из причин нарушения процесса получения этой воды. Термальные источники делятся на теплые, горячие и очень горячие. Такие воды появляются на участках, которые называются геотермальными. Грунтовые воды, проходя через поры и трещины горячих горных пород, нагреваются и уже на поверхности земли образуют теплые или горячие озера с высоким содержанием минеральных солей. У нас в республике достаточное количество источников. Это могут быть маленькие ручейки, могут быть, или какие-то там группа источников может быть. Вот, например, Серноводский – это группа источников. Серноводск сам тоже уникальное место тем, что буквально на одном пятачке несколько видов минеральных источников.
И серные воды там есть, и хлористо-водородные, и йодобромные. Вот такого уникального места, чтобы так вот на маленьком пятачке, нет, в России нет. Вот в Калминводах есть все эти источники, но они в разных местах. А здесь вот природа сделала так, что вот с 3 мест вот эти 3 источника вот соединяются именно в Серноводске. Бальнеологический курорт Серноводск-Кавказский – самая известная на сегодняшний день здравница республики. Расположена она в 55 километрах к западу от Грозного в степной зоне. Горячая вода температурой более 60 градусов предназначена для ванн. Другие виды минеральной воды – для питьевого лечения. Практически нас могут посетить любые пациенты, за исключением тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. Но в основном у нас лечатся люди с нарушением опорно-двигательной системы, нарушение обмена веществ, туда ходит в основном сахарный диабет у нас. И также идут сердечно-сосудистые, но менее тяжелой формы с диагнозом больные посещают курорт. Во время военных кампаний на территории республики курорт Серноводск-Кавказский был полностью разрушен. В последние годы лечебница восстановлена при финансовой поддержке регионального фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Сегодня сюда на лечение приезжают люди со всей республики, а также из Краснодарского края, Волгограда, Ингушетии и других мест. Как рассказали нам сотрудники здравницы, на курорте также отдыхали пациенты из Франции, Германии и Соединенных Штатов. Через интернет многие получили информацию о нас. А соотечественники наши, естественно, они и так знали про этот курорт еще с тех советских времен, поэтому такие посещения у нас бывают довольно-таки часто. И на данный момент у нас есть стационарные больные на 66 коек-мест. А также у нас обслуживаются амбулаторные больные. В день примерно это у нас мы пропускаем где-то примерно 100 человек. Направляют наши же доктора, есть сами больные приезжают. Но когда без направления, практически у нас есть очень хорошие доктора, они на месте их обследуют, проводим диагностику, и только с позволением наших докторов они могут принять те или иные процедуры. Здесь созданы все условия для лечения и отдыха пациентов. Есть обычные и люкс-номера, благоустроена территория, прилегающая к зданию курорта. Ежемесячно Серноводск-Кавказский посещает более 1500 пациентов. Отдых длится от 10 дней и больше, в зависимости от пожеланий больного. Мы предлагаем серные ванны, мы предлагаем гидромассаж, душ-шарко, грязелечение, физиотерапевтические у нас процедуры имеются. Туда входит отдельная магнитотерапия, электрофорез, также парафинотерапия. Так что довольно-таки широкий спектр услуг. Здравствуйте! Добро пожаловать! Меня зовут Айшат, я наш врач-терапевт. Сейчас я вам покажу все наши процедуры и расскажу, какой эффект от нашего лечения. Пойдемте. Это ванное отделение женское. Здесь проводятся процедуры. Помимо сероводородных ванн, вы можете получить грязелечение. Вот наш кабинет грязелечения. Так, наша грязь тамбуканская вывезена из Тамбуканского озера в городе Пятигорск. Очень лечебная, целебная, лечит практически все воспалительные процессы костно-суставной системы. Вот наша грязь тамбуканская, она ни с чем не разбавляется, не перемешивается ни с какими ингредиентами, то есть она сама по себе является целебной, лечебной. Прежде чем наносить грязь на определенный воспаленный участок или болезненный участок, она нагревается в термостате при температуре 40 градусов и накладывается при этой же температуре на пораженный участок. Сверху полиэтиленовым пакетом для того, чтобы сохранить температуру и ее целебные свойства. Обворачивают теплым одеялом, чтобы сохранить ее свойства. 20 минут. Что она дает? Вы знаете, тамбуканская грязь – это очень знаменитая грязь. Она обладает очень выраженным противовоспалительным эффектом. Также применяется и в косметологии. Применяется и при заболевании желудочно-кишечного тракта. Это и есть наша серная вода, знаменитая на весь свет, аналогов которой пока не существует. Вот, из источника она идет в горячем виде, практически до 60-70 градусов.
Поэтому существует охлаждающая система, это та же серная вода, но уже более в холодном виде. Эта вода обладает многими свойствами, противопоказаний которых практически не существует. Только хроническая и острая сердечная недостаточность, очень высокое артериальное давление, впоследствии инсульта, инфаркта и онкологические заболевания. Благодаря серной воде курорт Серноводский является одним из самых лучших здравниц страны и существует более 200 лет, через которые прошли более десятков тысяч людей. Серого цвета. И запах, имеет свой специфический запах. А при заболевании сердечно-сосудистой системы мы рекомендуем ванну принимать сидя. В нашем ванном отделении проводится множество водных процедур, одной из которых являются 4-камерные вихревые ванны, которые лечат заболевания, застойные явления верхних и нижних конечностей. То есть пациент, присаживаясь на данный стул, погружает руки и ноги в данные емкости, включается под давлением вода, вот, и производится уже такой способ лечения. В Кисловодске есть такие ванны, как жемчужные. Это вот что-то наподобие этого, но изолировано, локального действия. Руки и ноги погружаются, если есть какие-то воспалительные процессы мелких суставов, вот кистей и стоп, подагра, есть такие заболевания, или застойные явления такие как осложнение сахарного диабета, полинейропатия верхних и нижних конечностей, уже вот как бы ликвидируется, можно сказать, какая-то часть их при применении вот этой процедуры. То есть руки и ноги погружаются, тут есть своя система, отдельная медсестра работает на этом аппарате. Добавляется лекарственный препарат в эту воду, который уже как бы улучшает и укрепляет сосудистую стенку. Это циркулярный душ, то есть который относится как под горизонтальным направлением ток воды обладает очень хорошим лечебным действием и успокаивающим. Вот душ Шарко. То есть под током этой воды производится круговыми движениями массаж паравертебральных мышц ягодичных, нижних конечностей, верхних конечностей. То есть затрагиваются практически все зоны организма человека. Циркулярный душ, то есть под вертикаль. Из Свердловска вновь вернемся в Горячеисточницкую, расположенную на правом берегу Терека. У горячих сернистых вод этой местности богатая история. Мы используем эти лечебные свойства или целебные свойства этих минеральных теплых источников. Значит, здесь фактор не только температурный фактор, который воздействует на человека, но и состав этой минеральной воды. Здесь сложнейший состав. Здесь более 30-40 минералов в этой воде. И, естественно, при достижении какой-то определенной температуры, где-то 36-37 градусов, при принятии ванны открываются поры, кожные поры, и которые впитывают вот эти элементы, которые уже сами в организме начинают свое благотворное воздействие на человеческий организм. Курорт Горячеисточницкий славился и тем, что здесь в XIX веке располагалось военное укрепление российской армии и курорт для военных. В этих местах некоторое время жил и великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. Он прекрасно описывал эти места. Он своей тетушке писал, насколько ему понравилось. Здесь он встречался у этих скал со своим другом Садом Месербиевым из Староюрта. Староюрт здесь располагался где-то в 3 верстах от этого места. А сам вот поселок, которого сейчас вы видите, здесь был казачий поселок. Значит, впервые после того, как здесь официально открыли курорт, значит, сюда были переселены 180 женатых солдат. Вот с них вот как раз и начался этот поселок. Вот что удивительно, это настолько в те годы был известным курортом, что со всей России даже приезжали. Не только при советской власти, но и в царское время сюда приезжали со всей России на лечение. Здесь в летний период,
Здесь функционировала гостиница, аптека, почта функционировала. Вот были специальные почтовые открытки с видами этого Горячеводска. И любой человек здесь мог «Привет с курорта» написать на почтовой открытке и отправить по России. Здесь собиралось даже общество. Вечерами здесь танцы были, гуляния были. И вот это такое малое водяное общество. Ну, Пятигорское на Калмедвида считалось большое водяное общество, здесь считалось это малое водяное общество. Вот из Владикавказа, Владикавказ подходил поезд, железная ветка была до Владикавказа. От Владикавказа был специальный почтовый дилижанс. Вот этот почтовый дилижанс доезжал до Грозного, а из Грозного уже на автомобилях, там, на извозчиках люди приезжали сюда. И в связи с тем, что вот такой поток был большой, даже областная, вернее, Дума Грозненского округа вышла с предложением. Здесь или узкоколейку проложить из Грозного сюда, или же трамвайный путь пустить, вплоть даже до этого. Сегодня в станице Горячеисточнинской лечебницы, как в Серноводске, пока нет. Но люди приезжают сюда, чтобы окунуться в это горячее озеро. Кому-то это, наверное, помогает, а кому-то, возможно, и вредит. Ну, основное, конечно, это помогает. Основное помогает. Я думаю, что они и советуются врачом. Еще Петр I в 1719 году, когда он написал, после того, как открыли наши воды, он написал правила курортного лечения. Это Петр I еще в 1719 году. Вот в этих правилах было написано, что перед приездом на курорт обязательно надо посоветоваться с врачом. Ну, одни советуются, другие нет, другим сосед посоветовал, там, или родственники посоветовали, конечно, они так приезжают. Ну, у кого высокое давление, там, серьезное заболевание сердца, конечно, это противопоказано и чревато последствиями. И инсульты могут быть, и инфаркты могут быть. Медицинского наблюдения, как вы видите, здесь нет никакого. Но сегодня наш народ, чеченский народ, как никакой другой, нуждается в восстановительном лечении, нуждается. Потому что огромное количество заболеваний нервной системы, функциональные заболевания нервной системы, которым прекрасно помогли бы эти воды. Хотя бы здесь создать такую же лечебницу, например, как сегодня в Серноводске сделали. А чем здесь лучше? Во-первых, это недалеко. Это буквально 10-15 минут езды на машине из Грозного. То есть доступность это. Человек может после работы приехать сюда, до работы приехать сюда. То есть здесь близко. Это одно. Второе. Воды здесь серно-соляно-щелочные воды, эффективные при многих заболеваниях. И эффективность их уже доказана исследованиями профессора Зинина, академика Алихова, других исследований, Юнцевича. Все это проверено, исследовано и доказано. Просто здесь, мне кажется, и экономически целесообразно сделать лечебницу именно ближе к городу, где развита инфраструктура, развита. Для того, чтобы превратить это место в курорт, говорит ученый, необходимы различные геологические, инженерные изыскания, что само по себе является довольно сложным процессом. Для населения нашей республики, пережившей тяжелый период своей истории, сопряженный с сильными стрессами, курорт принес бы большую пользу. Вот сегодня прекрасно восстанавливаются многие лечебные учреждения, многие больницы восстанавливаются. Ну, вы знаете, вот, насколько это такими темпами идет. Буквально недавно открыта у нас новая республиканская клиническая больница, лучшая на Северном Кавказе. Но это медикаментозное лечение, которое не всем возможно, потому что идет аллергизация населения, которому лекарства и так
насыщенный аллергенами организм еще больше насыщается аллергенами. Вот в таких ситуациях, конечно, лечение минеральными источниками, лечение природой, это бы оказалось бы более эффективным. Народная мудрость гласит: все болезни от нервов. Бессонница, стресс, депрессия – все это в конечном итоге может привести к тяжелым хроническим недугам. Любой орган человеческий пересаживает. Ногу пришивают, руку пришивают, сердце пересаживают, легкие пересаживают, печень, пожалуйста, почки, пожалуйста. А что у нас не пересаживает человеческий организм? Нервную систему, головной мозг. Еще никто голову никому не пересадил. Это говорит о важности именно нервной системы, потому что большинство болезней, как вы говорите, именно на нервной почве, когда нарушена нервная регуляция, вегетативная регуляция нарушена. И особенно среди населения более 80% это стрессовые заболевания. Стресс, связанный именно с военным действием, именно с теми тяжелыми последствиями военных действий, которые разрушили всю инфраструктуру, лишили людей жилья, лишили существования, лишили. То есть вот это вот тяжелые такие условия и жизненные условия тоже приводят к стрессам. Конечно, вот в таких случаях использование именно природных ресурсов было бы прекрасно. Лечение на курортах с термальными водами у многих в мире ассоциируется с роскошным отдыхом. Люди приобретают дорогие путевки и едут поправлять здоровье в Швейцарию, Чехию, Венгрию на курорты Кавказских минеральных вод. В Чеченской республике таких целебных источников тоже много. При рациональном использовании этого природного богатства наш край, помимо всего прочего, мог бы стать важным оздоровительным центром на термальных водах.